Возгорание сухой травы чуть не привело к печальным последствиям. Бдительность горожан помогла предотвратить ЧП. Врачи, водители, повара, инженеры, уборщики. Центр занятости населения сообщает о самых популярных вакансиях. Красота начинается с себя. О неравнодушных сибайцах в материале моих коллег. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Обширное возгорание сухой травы на пустыре, прилегающем к городу со стороны улицы Булякова, накануне стало предметом активного обсуждения среди интернет-общественности. Огонь, быстро распространившийся по полю, грозил повредить городские коммуникации и перекинуться на территории автозаправочной станции и ТЭЦ, находящихся по соседству. К счастью для всех, усилиями городской противопожарной службы подобного развития событий удалось избежать. Актуальные кадры с места события смотрите в нашем следующем сюжете. Завеса дыма, нависшая над районом КВС и распространяющаяся со стороны улицы Булякова, стала заметна в 3-м часу дня в минувший четверг и послужила поводом для череды тревожных обращений на студию нашей телекомпании. К моменту прибытия съемочной группы на месте происшествия уже работали бригады пожарных. Площадь возгорания в настоящий момент сопоставима с 3 футбольными полями. Погода стоит ветреная, огонь продолжает распространяться, усилия пожарных нацелены на то, чтобы локализовать возгорание. 3 августа 2017 года в 14 часов 13 минут в пожарную службу поступило сообщение о возгорании сухой травы по улице Булякова. Значит, по прибытию дежурного караула было установлено, что существует угроза распространения огня на хозяйственные постройки по улице Чайковского и распространения огня на тепловую трассу по улице Индустриальное шоссе. Значит, в связи с чем было привлечено 2 единицы техники дополнительно. Площадь возгорания составила порядка более 2000 квадратных метров. Значит, скажем так, загорание травы сухой было ликвидировано в течение порядка 1 часа. Огонь распространялся со стороны улицы Чайковского, в сторону улицы Индустриального шоссе. Причиной обширного возгорания травы, по предположениям специалистов, стала неосторожность нерадивых горожан при использовании табачных изделий. Овраг напротив магазина «Полушка» по улице Булякова служит укромным местом для сходных лиц без определенного места жительства и молодых людей, балующихся сигаретами. Огонь, вспыхнувший от неосторожно брошенного окурка, быстро распространился вдоль всего поля. Развитие событий на месте происшествия, своевременно замеченного жителями микрорайона, в режиме реального времени активно обсуждалось среди интернет-сообществ нашего города. Общественность беспокоила вероятность распространения огня на территорию автозаправочной станции, находящейся в относительной близости к очагу возгорания. Существовала такая угроза распространения, но так как ветер был с севера на юг, а именно, получается, в сторону Чайковского, в сторону улицы Индустриального шоссе, то пламя ушло, а огонь ушел в сторону Индустриального шоссе по траве. Но угроза такая существовала, так как там большой пустырь и само АЗС расположено на территории пустыря по улице Чайковского. Территория АЗС, скажем правильно, не защищена от распространения огня по сухой траве, там отсутствует опашка, в связи с чем мы будем предлагать руководству АЗС провести данные превентивные меры, направленные на ограничение пожара при возникновении пожара травянистой растительности. Благополучный исход события, согласно комментариям официальной стороны, предопределило своевременное обращение горожан в службу 01. Во избежание новых возгораний пожарные призывают сибайцев не пренебрегать правилами противопожарной безопасности. Как прогнозируют синоптики, август может стать самым засушливым месяцем лета, что значительно увеличивает вероятность возникновения подобных инцидентов. Ринат Музафаров, Алик Кадыров, Гульгина Расфидина, телекомпания СТВ. Министерство труда и социальной защиты населения Башкортостана проводит еженедельный мониторинг рынка труда в разрезе городов и районов региона. Численность официально зарегистрированных безработных в республике продолжает снижаться и составляет на данный момент чуть более 22 тысяч человек. При этом в Республиканском банке вакантных рабочих мест числится почти 45 тысяч вакансий. Как обстоят дела в Сибае, узнавали наши корреспонденты. Сибайский центр занятости населения занимается трудоустройством граждан, исходя из их уровня образования или желания заниматься определенной деятельностью. Далеко не многие знают об этом и уж тем более обращаются за помощью. Одни считают, что это бесполезная трата времени, другие не верят в себя или наоборот пытаются справиться со своей проблемой самостоятельно.
не прибегая к помощи. Однако, как показывает статистика, за последние 6 месяцев в Центр занятости обратилось свыше 3000 человек. И это не только безработные, но и ученики, студенты, которые ищут подработку. На сегодняшний день на учете в Центре занятости населения города Сибай состоит 178 безработных граждан. Из них 116 человек – это женщины. В составе безработных молодежь от 16 до 29 лет 34 человека, среднего возраста 121 человек и пенсионного возраста 23 человека. По образовательному уровню состав безработных следующий. С высшим образованием состоят 89 человек, со средним профессиональным 51, начально-профессиональный 26 и со средним образованием 12 человек. На сегодняшний день при содействии Центра занятости населения трудоустроено 915 человек. Из них на постоянные рабочие места направлено 315 человек. Помимо основного направления деятельности, в Центре также реализуется специальная программа, благодаря которой женщины, находящиеся в декретном отпуске, могут бесплатно переквалифицироваться или получить дополнительное образование. Профессиональное обучение организовывается для женщин в целях повышения их квалификации, обновления теоретических и практических знаний, умений и навыков, а также в целях изменения их профессии и специальности. Профессиональное обучение осуществляется по имеющейся специальности у них, а также по профессиям, пользующимся спросом на рынке труда для дальнейшего самостоятельного трудоустройства в другую организацию. Также безработных граждан направляем на профессиональное обучение на переподготовку. Нами в этом году за истекший период было направлено 40 безработных граждан на профобучение. Направлено по таким специальностям, как кондитер, повар, 1С управления торговлей, 1С бухгалтерии, парикмахеры, делопроизводитель, мастер ногтевого сервиса и охранники. На сегодняшний день в Республиканском банке вакантных рабочих мест по нашему городу размещено 325 вакансий. Среди наиболее востребованных – врачи, водители автомобилей категории Д и Е, повара, инженеры, преподаватели, уборщики, дворники и токари. Оксана Старовойтова, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. От уровня заработной платы напрямую зависит качество жизни людей и возможность решать насущные проблемы. Одним из актуальных всегда является жилищный вопрос. Выгодные условия для желающих приобрести недвижимость предлагает общество с ограниченной ответственностью «Единый центр услуг». Компания существует 7-й год и изначально занималась строительством своих торговых объектов. Уже несколько лет она принимает заказы сторонних организаций, а буквально недавно завершила строительство с реконструкцией дома в городе Баймак. Вот здесь спальня будет моему сыну, спальня будет, вот солнечная сторона тоже. Кунцулу Худайбердина с удовольствием сегодня обходит новую квартиру и строит планы, где и что будет размещаться. До недавнего времени пенсионерка жила в ветхом доме и мечтала о новых квадратных метрах. Пересмотрев множество вариантов, остановила свой выбор на квартире в городе Баймак по адресу улица Мира, 6А. Этот дом был введен в эксплуатацию недавно обществом с ограниченной ответственностью «Единый центр услуг». На базе уже списанного и непригодного для жилья дома профессионалы строительной индустрии перестроили первый и второй этажи и возвели третий. Бригадой был произведен капитальный ремонт всех систем. Новое жилье прошло государственную экспертизу научно-исследовательского института Уфы, после которой было выдано заключение о соответствии всем правилам и нормам строительных работ, а также разрешение на ввод в эксплуатацию. Кунцулу Худайбердину привлекли созданные для жильцов условия и, что немаловажно, доступная цена. Плюсов очень много здесь. Шумоизоляция, канализация, трубы, вот, это отопление все новое, вот, полы вот деревянные, вообще все мне нравится, натяжные потолки нравятся, что в других вот квартирах, которые я смотрела, старых нету. Мы рады, что мы переезжаем в такую просторную квартиру. Вот, и всем желаем, чтобы они тоже приобрели вот такие квартиры. Все свидетельства на собственность имеются, а квартиры стоят на кадастровом учете. Дом расположен в центре города, недалеко школы, больница, магазины, вокзал и другие социальные объекты. Кстати, застройщик «Единый центр услуг» участвует в программе закупки квартир администрации Баймакского района по многим целевым программам. Так, несколько квартир уже находятся на оформлении для последующей их передачи детям-сиротам. Всего в доме одно нежилое помещение под магазин и 23 квартиры. Среди них одно-, двух- и трех-
трехкомнатные площадью от 20 до 60 квадратных метров. Часть помещения уже осваивается новыми жильцами, часть еще реализуется. Так что для всех, кто находится в поиске, это хороший вариант для рассмотрения. На сегодняшний день мы стараемся, сделали квартиры как можно дешевле, так как сегодня очень тяжелая экономическая обстановка в Башкирии, в стране, и продаем квартиры эконом-класса. Значит, двухкомнатная квартира начинается от 800 тысяч, однокомнатная квартира от 750 тысяч, а трехкомнатные квартиры где-то тоже в пределах 1 миллиона рублей. Значит, квартиры сдаются у нас в чистовой отделке, но без косметического ремонта. При желании мы можем сделать косметический ремонт, но это будет стоить где-то плюсом в пределах 50 тысяч рублей. Квартиры в доме по адресу Гурт-Баймак, улица Мира 6А, реализуются как за наличный расчет, так и в ипотеку. Возможно также пустить в ход материнский капитал и другие жилищные сертификаты. Руководство Единого центра услуг всегда готово пойти навстречу своим покупателям и предоставить рассрочку сроком на 1 год. Лена Кириллова, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Любовь Карпова для службы новостей. Пеларгония, фиалки, бегония, хризантемы, цикламен. С удивительным миром комнатных цветов сибайцы могут познакомиться уже завтра. 5 августа в Доме молодежи пройдет выставка комнатных цветов. Подробнее о ней в специальном интервью нашей программе. Посещая во многих городах выставки комнатных цветов, я занялась коллекционированием узамарских фиалок. В моей коллекции свыше 150 сортов зарубежных и отечественных селекционеров. Свою небольшую коллекцию фиалок я хотела представить на выставке в городе Сибай, которая состоится 5 августа с 10 до 17 часов. Я всех приглашаю на нашу выставку, на которой будут представлены и другие участники цветовода, со своими пеларгониями, фуксиями, хоями. Приглашаем всех ценителей прекрасного на нашу выставку, где вы сможете приобрести понравившиеся вам цветы. Не дожидаясь городской выставки, одна из жительниц нашего города устроила настоящую демонстрацию ярких и красочных цветов возле своего дома. Уже несколько лет Фирдаус Хафизова облагораживает придомовой палисадник, радуя соседей прекрасными цветами. Петунии, флоксы, георгины и множество других цветов. Палисадник дома номер 4 по улице Строителей в прямом смысле цветет и пахнет. В течение 4 лет за этим участком ухаживает местная жительница Фирдаус Хафизова. Любовь к цветам у нашей героини зародилась еще в раннем детстве. Я с детства люблю цветы. Я выросла в деревне, среди цветов, в лесу, в Гадельша, здесь недалеко у нас. И с тех пор я ухаживаю, я люблю, я даже плачу, когда у меня цветы рвут, букеты делают, уходят. Цветы Фирдаус Мухаммедгалиевна выращивает сама. Говорит, не приживается рассада других. Также привозит ростки из леса. Пенсионерка отмечает, городская почва требует особого подхода, а потому постоянно старается привозить землю и навоз. Правда, поливать этот дивный сад становится все труднее. Кубометры воды фиксируются счетчиком, поэтому частенько приходится прибегать к помощи неравнодушных соседей. Поливаю. Все ухаживаю, поливаешь, это покапываю, поливаю, весной уже таскаю, не весной, осенью приготавливаю почву полностью, привожу в свою деревню землю, оттуда у меня земля, это не сибайская земля, потому что здесь это стройка, внизу она вся камень, да раствор. Землю привожу с Гадельши, и навоз оттуда вожу, и это обрабатываю, приготовлю землю, а весной уже у меня готовое все, сажаю. Соседи нашей героини отмечают, она не только замечательный цветовод, но и отличная хозяйка, заядлый рыбак и вообще человек с активной жизненной позицией. Своей энергией она заряжает всех вокруг. Жильцы дома только радуются и восхищаются красотой, которая каждый год растет у них под окнами. Мы вообще любуемся, честное слово, эта красота продлевается уже сколько лет. И сколько вот как вы переехали, это нас радует, это наши дети до того, мы пожилые люди вообще
Вот прям в шоке. Умница наша, умнейшая наша соседка, молодец. Она пусть, желаем здоровья, пусть она так и продолжает. Нас это только радует. Было бы так же во всех садах, во всех кварталах, дворах, это было бы, конечно, классно. Но в городе у нас очень редко наблюдаются вот такие вот красивые явления. Очень мало сажают. Ой, хочется, чтобы все сажали. А вот мы как-то сможем, помогаем и любуемся. Красота, к сожалению, радует не всех. Зачастую находятся те, кто готов сорвать цветы ради забавы, даже не задумываясь, что кто-то потратил уйму сил и времени, чтобы из обычного семени появился красивый цветок. Фирдаус Хафизова призывает всех бережно относиться к чужому труду и самим делать что-то для украшения этого мира. Александра Половнева, Антон Шерстнев, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости пятницы. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. Кроме того, свои новости, вопросы или пожелания вы также можете сообщать на сотовый телефон службы новостей 8 927 303 43 43, либо писать сообщения в Вайбере и WhatsApp. Связь доступна в рабочее время. На этом все. В студии работала Наиля Ахмедшина. Удачи, берегите себя.